26 августа уважаемый Эмомали Рахмон посетил город Турсунзаде для сдачи в эксплуатацию ряда юбилейных объектов и ознакомления с ситуацией в сфере сельского хозяйства. Сначала глава государства сдал в эксплуатацию первый этап предприятия по производству алюминиевого профиля. Общество с ограниченной ответственностью «Алюминьпроф» заложил камень, фундамент его второго этапа. Новое предприятие имеет возможность перерабатывать 7200 тонн алюминия в год и производить около 100 наименований готовой промышленной продукции. Предприятие производит различные виды алюминиевых профилей для производства окон и дверей, профили для внешней отделки многоэтажных домов, декорированное стеклом, отдельные предметы мебели, различные корзины для штор и многие другие изделия. Этот ассортимент продукции в основном импортируется в Республику Таджикистан из других стран. А с началом деятельности «Алюминьпроф» появилась возможность обеспечить потребности внутреннего рынка в этом виде продукции за счет собственного производства. Конечная продукция предприятия имеет экспортное назначение и на первом этапе предназначена для реализации на рынках стран Содружества независимых государств. Здесь же лидер нации дал старт строительным работам на втором этапе предприятия по производству алюминиевого профиля «Алюминьпроф». Второй этап объекта будет построен в течение ближайших 2 лет, что позволит увеличить как объемы производства, так и постоянные рабочие места. Со сдачей в эксплуатацию второго этапа в целом годовая переработка алюминия на предприятии достигнет 15 тысяч тонн, а число работников увеличится с 60 до 200 человек. На следующем этапе будет запущено производство новой линейки промышленной продукции из алюминия, которая также будет оснащена современными производственными линиями, соответствующими мировым стандартам. Во дворе предприятия была организована выставка продукции промышленных предприятий Турсунзаде. Объем промышленного производства о сопоставимых ценах в первом полугодии 2021 года составил 422 миллиона 182 тысячи саманей, что на 8,1 миллиона саманей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Далее уважаемый Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию государственное образовательное учреждение лицей-интернат города Турсунзаде. Данный лицей состоит из двух двухэтажных корпусов и построено по инициативе отечественного предпринимателя, руководителя общественной благотворительной организации «Эхьёи Сомуньон» Джурабека Мухибова. Общая площадь нового учебного заведения в Турсунзаде составляет 3 гектара. Строительные работы с высоким качеством были выполнены 20 местными специалистами менее чем за год. Учебный корпус лицей-интерната, состоящий из 44 оснащенных технических классов, в том числе по химии, физике, биологии, математике, геометрии, военной подготовке и компьютерному обучению, рассчитан на 1000 учащихся в одну смену. Во дворе учебного заведения построена современная спортивная площадка с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения к оздоровлению школьников и подрастающего поколения. В этот же день уважаемый Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию новое здание государственного учреждения «Детская художественная школа искусств» города Турсунзаде. Трехэтажное здание культурного объекта состоит из 15 оснащенных классов изобразительного искусства, игры на фортепиано, различных рубабах, дутаре, трубе, дойре, исполнения эстрадных песен и шашмакома, хореографии, малого концертного зала, библиотеки и 3 кабинетов для администрации. Строительные работы выполнили 20 отечественных специалистов. В детской художественной школе искусств города Турсунзаде для освоения различных видов искусства привлечено 25 опытных преподавателей и 220 мастеров. Обучение проводится от 5 до 7 лет. В период государственной независимости в городах и районах страны, благодаря особому вниманию высшего руководства правительства страны к развитию и распространению национальной культуры, построены новые учебные и рабочие корпуса, заложена основа для возрождения национального искусства и ценности государственности таджиков. Далее уважаемый Эмомали Рахмон на улице Исмоили Сомони сдал в эксплуатацию парк культуры и отдыха, который был реконструирован. Парк культуры и отдыха общей площадью 3,6 гектара реконструирован инициативами предпринимателя города. Заказчиком культурного объекта, который еще больше украсил город, является исполнительный орган государственной власти города Турсунзаде. Аллеи реконструированного парка полностью озеленены и с этой целью посажены 200 декоративных деревьев, 10
10 тысяч всесезонных и 60 тысяч сезонных цветов. Для придания большей привлекательности в соответствии с генеральным планом на территории парка установлены фонтаны и другие развлекательные оборудования, после чего здесь будут отдыхать и прогуливаться жители и гости города. Внутри парка имеется шахматный клуб, амфитеатр с 7 магазинами по продаже подарков и изделий ручной работы, сказочный городок «Аладдин» с 12 аттракционами, скульптурами животных, более 200 осветительных приборов, скамейки и 2 спортивные площадки на 200 посадочных мест. Также здесь имеется стенд посещения высокопоставленных гостей города Турсунзаде, героев труда, памятник герою Таджикистана Мирзо Турсунзаде, национальная столовая, 3 детские площадки и детский бассейн, пригодные для отдыха и развлечения жителей. В парке культуры и отдыха также построен амфитеатр. На основе проекта в амфитеатре имеется около 700 посадочных мест. Установлены современные скамейки. Общая площадь этого объекта составляет 3100 квадратных метров. Также в этот день глава нашего государства посетил теплицу дихканского хозяйства «Гайрат-2020». Постоянно действующая теплица в сельском джумате имени Джуры Рахмона создана недавно местным предпринимателем Урунбоем Нурматовым. В теплице площадью 0,54 гектара выращивается 2 сорта помидоров и 2 сорта огурцов, которые имеют хорошую вегетацию. Сорта выращиваемых помидоров называются Замира и Муалла, а огурцов – Орзу и Гайрат. Хозяйственники ожидают урожай помидоров на уровне 600 центнеров и огурцов от 400 до 500 центнеров. Планируется, что сбор урожая в теплице начнется во второй половине сентября и продлится более 3 месяцев. Сельскохозяйственные культуры на этом современном объекте орошаются капельным методом. Технология капельного орошения работает автоматически. Время и объем воды в колодце контролируется компьютером. Эта централизованная система имеет много преимуществ. С одной стороны экономится вода, а с другой – электроэнергия. Для полива урожая в теплице предприниматель построил вертикальный колодец. Урожай из теплицы дихканского хозяйства «Гайрат-2020» будет реализовываться в основном на внутреннем рынке, в том числе на рынках Душанбе. В будущем дихкане планируют наладить экспортный потенциал. В одном из уголков теплицы женщины и девушки приготовили самбусу, кульчи, чапоти, другие виды хлебных изделий и выставили на показ. Следует отметить, что наряду со строительством теплицы предприниматель также заасфальтировал более 2 километров дороги в селении Гайрат. Президент страны в селении Гайрат сельского джамуата имени Джуры Рахмона также сдал в эксплуатацию вновь построенный корпус среднего общеобразовательного учреждения номер 49. Объект состоит из 3 этажей, 16 учебных классов, библиотеки, рабочих кабинетов, актового зала на 100 посадочных мест, лаборатории, компьютерного класса, столовой и других вспомогательных объектов. Новое образовательное учреждение предназначено для 850 учащихся в 2 смены. При образовательном учреждении построена спортивная площадка для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Окрестности объекта благоустроены. Новое здание среднего общеобразовательного учреждения номер 49 построено местным предпринимателем Урунбоем Нурматовым. Следует отметить, что с использованием благоприятных возможностей для воспитания и обучения учителя стараются воспитывать подрастающее поколение в духе самосознания и самопознания. На этом фоне представители молодого поколения также проявляют большой интерес к изучению современных наук в рамках программы 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук. В рамках рабочей поездки в город Турсунзаде уважаемый Эмомали Рахмон также посетил дихканское виноградарское хозяйство Боги Сумон и ознакомился со сбором урожая винограда. Хозяйство основано в 2008 году. Его общая площадь составляет 589 гектара. Виноградники расположены на 480 гектаров. В настоящее время в хозяйстве выращивается более 10 сортов винограда, в том числе Хусайни Сафет, Галаба, Шохуна, Пешпазак, Кишмиши Сиох, Кишмиши Сафет и президент, который в основном является местными урожайными сортами. Дихканским виноградарским хозяйством Боги Сумон руководит Махмад Амин Камулов, сын известного в республике виноградаря покойного Ходжи Камула Матумарова. В хозяйстве активно работает 1100 акционеров, которые вносят весомый вклад в обеспечение внутреннего рынка винограда высокого качества и увеличение экспортного потенциала страны. В этом году урожай на виноградниках богатый. На сегодняшний день на
потребительский рынок доставлено более 900 тонн продукции. Продукция, обладающая высоким качеством и восхитительным вкусом, наряду с обеспечением обилия на внутреннем рынке, также экспортируется в Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Афганистан и Пакистан. В прошлом году хозяйственники экспортировали более 5000 тонн винограда, а в этом году планируют экспортировать около 6000 тонн. Здесь глава государства ознакомился с достижениями тружеников. На выставке были представлены различные сорта винограда, которые в последнее время все чаще выращиваются. В холодильном помещении хозяйства хранится более 1000 тонн продукции, в том числе винограда. Акционеры хозяйства в своем распоряжении имеют определенный участок земли, где они заняты работой с использованием богатого опыта виноградарства и с участием членов своих семей. На 9 гектарах хозяйства имеются фруктовые сады, которые ежегодно дают богатый урожай. Руководство хозяйства за счет своих чистых доходов вносит весомый вклад в строительство различных социальных объектов, в том числе медицинских пунктов и спортивных площадок в селениях Саади-Шейрузи и Заркамар города Турсунзаде. Расширяет свою созидательную деятельность в этом направлении. В минувшем году отремонтированы образовательные учреждения и около 3 километров дорог на территории окрестных селений. В нынешнем году заасфальтировано около 2 километров дорог. В хозяйстве наряду с виноградарством большое внимание уделяется также животноводству. В настоящее время в хозяйстве содержится более 5200 голов овец и более 50 голов крупного рогатого скота для производства мяса. Следует отметить, что в хозяйстве также широко налажено выращивание риса и кормовых культур. Уважаемый Эмомали Рахмон также посетил Дихканское виноградарское хозяйство Ходжи Нигмат. Дихканское хозяйство основано в 2011 году. В своем распоряжении имеет 105 гектаров земли, из которых 100 гектаров занимают виноградники. В хозяйстве осуществляет деятельность 165 акционеров, которые в основном выращивают виноград сортов Шохона, Хусайны, Галаба и Кардинал, обладающих высокими вкусовыми качествами и являющиеся экологически чистыми. Второй год как в Дихканском виноградарском хозяйстве Ходжи Нигмат налажено выращивание винограда сорта «Президент», который отличается высокой урожайностью. Следует отметить, что Дихканское хозяйство основывал известный в республике опытный дихканин и виноградарь Нигмат Усмонов. В настоящее время им руководит его сын Расул Нигматов. Труженики хозяйства ежегодно получают богатый урожай, используя благоприятные природные условия и проверенные методы выращивания винограда. По сообщению специалистов, дихкане с 1 гектара получают от 30 до 40 тонн урожая винограда. Другим направлением деятельности хозяйства является выращивание саженцев. На площади 0,35 гектара дихкане выращивают более 40 видов редких декоративных, тенистых и фруктовых деревьев, адаптированных к климату Таджикистана. Здесь на более 1 гектара земли налажено выращивание овощей и бахчевых. Каждый участок земли используется эффективно. Другим направлением деятельности хозяйства является животноводство. В настоящее время здесь разводят 2000 голов овец. Для обеспечения животных кормами на отдельных участках хозяйства выращивается кукуруза и люцерна, благодаря чему мелкий скот обеспечивается кормами хорошего качества во все времена года. В хозяйстве дорога протяженностью более 5 километров полностью заасфальтирована. В текущем году наряду с обеспечением внутреннего рынка за счет этого хозяйства за пределы страны было экспортировано около 500 тонн винограда. Этот процесс устойчиво продолжается. С целью хранения без потерь продукции и реализации населению свежего винограда на территории хозяйства создано современное холодильное помещение вместимостью 1000 тонн. Холодильное помещение имеет 12 ячеек для хранения продукции.